Я родилась в Сыктывкаре, в городе. А мама моя в Койтыбеже, это тут 25 километров от Койтыбежа. Вот. А бабушка моя из Часова, моя бабушка, мамина бабушка моя. Вот. И родня там вся у мамы. Часова и Сидбаре. Вот. А здесь, в Сыктывкаре, родня у отца много. И братья, и сестры. Вот. Две сестры у отца. И три брата. Они все сыктывкарские. Около берега реки, где югор, там дом у братьев, около югора. А отец у меня построил домик на Свободе улице. Только стал строить, и его забрали. Мы остались одни с мамой и с братом. Так и выросли сиротами. Даже всякие преследовали нас. Я потом выросла, замуж вышла. У меня уже родились 5 сыновей. Вот. И я им стала рассказывать сказки. Маленькие, что они очень даже слушали. Вот я помню, у меня старший, вот, который сейчас встретился, он маленький был. Он еще говорить не мог. Это годика не было, что ли. Я его посадила на стол. Были игрушки резиновые, какие-то игрушки, там поросята всякие. Я им 3 поросенка ему, он наш первый старший был, рассказываю, вот эти поросенок, хрюк-хрюк на столе, хрюк-хрюк-хрюк. Я ей показываю. И это, значит, идет волк, вместо волка собачку посадила резиновую тоже. Вот идет волк, вот его укусит его, укусит, вав. А этот маленький, что мой сынок так смотрит, как так смотрит. На другой день, или даже на тот день, я его укладываю, около вельку укладываю, так что он говорить не умеет, даже хрю-хрю, говорит, значит, рассказывает сказки. Он уже понял, что там сказки рассказывать. И вот с тех пор я стала рассказывать им сказки. Дети мои, другие, третьи родились. И где-то фотография есть. Где я сижу, что-нибудь делаю, им сказки рассказываю. А потом Юшкову я уже взрослой, уже вышла на пенсию. Ему письма написала, я говорю, можно мне послать сказки, сама придумала сказки. На русском языке написала. Так он пишет, ты, наверное, коми, и пиши на ком языке. Ну, конечно, на коми. Вот. И стала писать на коми. Им передала тетрадку, где написано на русском. Но потом я их перевела. И всем понравились мои сказки с этой стороны. Шукин был, он сейчас на пенсии, он все написал. Я на ком-то не училась писать. Мама меня послала учиться в русский класс, что плохо я разговариваю на русском. Иди, говорит, учись на русском языке. И стала я читать и писать на русском языке. Только Шукин стал читать мои сказки, ошибок на каждом слове. Ошибок. Говорит, давай, учись по коме писать. И он меня научил по коме потом писать. И с тех пор начала писать на коме. 4 сказки сразу в одном журнале написала. Потом еще. Приходит, я пришла в редакцию, приходит этот Юшков, Геннадий Аркадьевич, говорит, на ком языке с
Сыла-баб, я сама себя назвала Сыла-бабом, надо псевдоним. Вот. Мои сказки вне очереди печатать. Он так говорил. Ну ладно, не очереди. То сколько принесут, все печатали. Ну, немножко переделывают, если надо будет словечки там переделывать, переставить. С тех пор я стала писать. Теперь у меня уже больше 150 сказок.